Ручку держу, да? Сегодня четверг, и, как всегда, в прямом эфире программа «Крупным планом». Я ее ведущая Ляна Кириллова. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить об очень важной теме – это помощь семье и детям. Для этого в нашу студию мы пригласили руководителя Юго-Восточного межрайонного центра социальной помощи семье и детям Эльвиру Фаритовну Сафину. Здравствуйте, Эльвира Фаритовна. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы в прямом эфире. В течение ближайших 30 минут вы можете звонить нам и задавать свои вопросы. Для этого у нас работает телефон 51495. Кроме того, вы можете писать свои сообщения в Вайбере или сообщением на телефон 8 927 303 43 43. Эльвира Фаритовна, ну вы у нас, по-моему, впервые в прямом эфире у нас в гостях. Да. И давайте, наверное, начнем с самого начала, как говорится, в чем вообще заключается деятельность вашего учреждения Юго-Восточный межрайонный центр. На самом деле начну с самого начала, потому что дело в том, что год работая на этой должности, приходят люди и до сих пор просят социального работника и так далее, поэтому хотелось бы вот именно начать с реформирования системы социального обслуживания. В рамках реформирования в 2015 году на основании федерального закона 442 об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации произошла реорганизация системы социального обслуживания. И система разделилась на типы учреждений, сформированных в зависимости от категории получателей и от форм обслуживания. То есть кассацион – это комплексный центр социального обслуживания населения, был разделен на несколько отделений. В результате возникли ОНО, это автономная некоммерческая организация обслуживания на дому как раз-таки у Абдулгужина Ильгама Факиловича. НКО, это у нас на втором этаже, Островского 30, второй этаж, частный дом престарелых. И вот все остальные, это социальные приюты по Зауралю у нас в городе, отделение социальной помощи семье и детям и отделение первичного приема населения относятся к нам, вот именно в нашу организацию Юго-Восточный межрайонный центр социальной помощи семье и детям. Мы являемся некоммерческой организацией. Предмет деятельности нашей организации – это предоставление социальных услуг семьям и детям. И цель – это реализация государственной семейной политики, содействие развитию и укреплению института семьи, установление гармоничных внутрисемейных отношений. Но вы вкратце уже перечислили, какие направления вошли в Юго-Восточный межрайонный центр, тем не менее более подробно структурное подразделение, которое конкретно вы курируете. Структурное подразделение, значит, к нашей организации относятся 4 приюта по Зауралью. Это приют города Сибай, также приют села Акьяр Хайбулинского района, приют для детей и подростков села Матраева Зилаирского района, приют для детей и подростков села Новопавловка Зианчуринского района. Дальше 5 отделений социальной помощи семье и детям, это также по районам город Сибай, город Баймак. В Хайбулинском районе вот мы прям месяц назад открыли отделение социальной помощи семье и детям, также Зилаирский район отделение, Зианчуринский район, ну как бы по Зауралью. И одно отделение, вот у нас оно на Островского находится, отделение первичного приема населения. Вот эти структурные подразделения входят вот в нашу организацию. И какие социальные услуги оказываются в вашем центре? В нашем центре оказывается большой спектр социальных услуг. Они в основном бесплатные. И если по уставу есть платные, но они по очень низким социальным ценам. Это значит социальные психологические услуги. У нас работает психолог, работает сенсорная комната. Это сейчас речь идет о бесплатных или платных услугах? Это о бесплатных. Пока бесплатно. Когда платно, я буду об этом говорить. Хорошо. Бесплатные услуги – это сенсорная комната, значит, там мы занимаемся музыкотерапией, светотерапией, песочной терапией. Также очень много
атрибутов для пособий, для развития мелкой моторики рук. Здесь вот все именно с детьми занимаемся. И психолог наш ходит с лекциями по школам, по очень актуальным проблемам. Вот, например, «Синий кит», в нескольких школах она с лекциями была. Также вот социально-психологическими. Консультирование граждан она проводит консультирование семей в трудной жизненной ситуации и так далее. Следующая услуга – это социально-педагогические. То есть у нас в центре работает учитель-дефектолог, работает с детьми из семей в трудной жизненной ситуации, работает с детьми из приюта города Сибай. Также оказываем услуги, социальный педагог работает с детьми, и оказываем услуги, веселый английский кружок проводим, также для детей это все бесплатно. Если как бы приходят горожане именно из Сибая, которые вот именно не входят в число семей, состоящих у нас на учете, социальные цены очень, ну, как бы очень дешевые, доступные социальные цены. Также у нас работают юристы, оказывают юридические услуги, консультирование, это оформление документов, представительство в судах и так далее. Социально-бытовые, вот здесь вот уже немножко переходим к платным социальным услугам, то есть есть у нас социальная парикмахерская, социальный ремонт обуви, ремонт одежды, пошив одежды. Также оказываем услуги проката ТСР, то есть технических средств реабилитации. Также туристическое снаряжение есть, тоже прокат, вот как бы оказываем услуги. С сентября 2017 года мы оформили лицензию, медлицензию на массажное дело, так что, уважаемые горожане, приглашаем, 100 рублей, там вот, ну, такие цены, как бы вот платные массажные услуги также оказываем. Также вот еще хотелось бы сказать об одном виде услуг, это банк вещей, постоянно пополняется он, постоянно движение идет, прием вещей, обуви, игрушек, кукол, и также вот семьи, пенсионеры очень часто, ну, социальные слои населения приходят, и мы как бы им... Ну, вот у нас, Эльвира Фаритовна, как раз поступил вопрос, накопилось много вещей, можно ли их сдать для нуждающихся, и что для этого нужно сделать? Для этого, во-первых, нужно вещи ну, как бы разобрать, отобрать в том плане, что мы принимаем только чистые вещи, чистые, опрятные вещи. Вот это вот у нас на данный момент очень насущная проблема в том плане, что нет дискамеры, вот именно в нашей организации. Дискамеры нет, и поэтому, если будет обработка, то, естественно, как бы мы смотрели бы и все подряд принимали бы. Поэтому на данный момент нужно будет принести на Островского 30, кабинет номер 6, все просмотрим, примем, и ну, вещи у нас не задерживаются. Постоянно приходят люди, которым что-то надо, постоянно движение вот это идет. Еще один вопрос только что поступил. Я мать-одиночка, работаю неофициально. Иногда не могу найти человека, с которым могу оставить 4-летнего ребенка. Есть ли в перечне услуг в центре услуги няни? Да, эта услуга у нас прописана в уставе. Это услуга кратковременного пребывания ребенка. То есть мы можем на какой-то определенный промежуток времени, вот, допустим, нужно, ну вот именно на работу идет женщина или идет оформлять документы и так далее. Это кратковременное пребывание. Если услуги няни нужны ежедневные и так далее, то это, я думаю, что к Абдулгужину Ильгам Факиловичу, наверное, нужно обратиться. У него вот эта вот услуга уже как бы функционирует, и уже можно вот, ну, на постоянной основе няню найти вот именно в той организации. У нас вот именно час, 2, 3, потому что, ну, как бы санитарные условия и так далее, вот буквально на час, на 2 мы можем кратковременное пребывание детей. А для этого, чтобы обратиться к вам за помощью, какие-то документы необходимы, подтверждающие, что мать-одиночка? Конечно, конечно. У нас, вот я еще раз говорю, отделение первичного приема населения функционирует. Это в 6-м кабинете по Островского 30. Могут подойти, весь перечень документов дадут. Если признают нуждающимися, там, ну, определенная есть процедура, определенный алгоритм действий вот именно по сбору документов. Также наши сотрудники с отделения социальной помощи семье и детям помогают собирать документы. И то есть бесплатно на пару часов можно позаимствовать няню для своего ребенка? Да. С педобразованием есть у нас сотрудники и так далее. Вот вы сказали, что в числе ваших подразделений есть отделение для помощи семье и детям. Поподробнее расскажите, пожалуйста, в чем деятельность этого отделения заключается?
Отделение с помощи семьи и детям, значит, у нас выявляет семей и детей, которые нуждаются в социальной поддержке, в защите, в помощи. Также консультируют специалисты, вот, значит, в отделение входит вот психолог, специалисты, это юрист, специалист по социальной работе, социальный педагог, и они выезжают, очень часто выезжают, осуществляют патронаж семей, и на местах они выявляют, значит, причины, которые жизнедеятельности той или иной семьи ухудшают, и на местах консультируют, составляют акты жилищно-бытовых условий и так далее, и ставят на учет к нам. Если семья стоит у нас на учете, далее мы уже полностью во всех акциях, которые мы проводим, во всех мероприятиях, мы привлекаем этих детей, мы помогаем, именно вот сейчас корзинки доброты, об этом позже тоже скажу немного, корзинки доброты, продуктовыми наборами помогаем этим семьям. На сегодняшний день сколько семей у вас на учете состоит? На сегодняшний день стоит на учете 99 семей. В них воспитываются 235 детей. А какие услуги оказывает отделение для помощи семье и детям? Вот вы сказали, да, о той работе, которая проводится ежедневно, а какие-то еще услуги оказываются? Услуги, ну вот мы очень много проводим мероприятий. Об этом очень часто пишут и в газете, в средствах массовой информации, по телевидению. Мероприятия различные проводим, социально значимые, и акции проводим. Акции, вот хотелось бы остановиться поподробнее на акциях. Традиционные акции у нас проходят. Это вот «Помоги собраться в школу». Горожане, наверное, многие знают, и многие, скорее всего, участвовали в этой акции. И мы неоднократно об этом делали сюжеты, призывали горожан, она уже на протяжении многих лет, да, по-моему, Да, на протяжении многих лет. И в этом году очень отрадно отметить, что акцию провели очень грандиозно, в том плане, что мы одели детей, ну, как бы обеспечили одеждой, обувью, канцтоварами, ранцами в общей сумме на 305 тысяч. Это очень большой показатель. Да, показатель отличный. Мы провели очень хорошее мероприятие в кинотеатре «Мир», в Доме молодежи «Мир». Да, и семьи были очень довольны, дети очень довольны. Хотелось бы выразить огромную благодарность именно предприятиям, организациям, в частности «Единая Россия». Очень постоянно они как бы помогают нам вот в этом плане, всегда мы вместе в сотрудничестве работаем. Ну и вовремя начинаем разносить вот эти вот письма с просьбой о помощи. И на самом деле огромная благодарность руководителям предприятий, никогда, и индивидуальным предпринимателям, никогда отказов не получаем. И вот я думаю, только вот так вот все вместе мы вот эти акции и вытягиваем, чтобы вот именно на уровне это получилось. Также вот акция «Хочу на бал», тоже немаловажная акция. Здесь мы помогаем, обеспечиваем платьями, костюмами, обувью детей-выпускников, именно на выпускные баллы. Тоже в этом году проводилась эта акция. Также мы помогли нескольким выпускникам вот в этом плане. Также «Поделись теплом», традиционная акция. Вот сейчас она у нас идет до 1 декабря. В том году, вот я только пришла на работу, эту акцию мы провели. Для меня это было так вообще здорово, но я только в эту Каким образом можно поделиться своим теплом? В чем она заключается? Да, эта акция, мы, значит, собираем верхнюю одежду, обувь теплую для лиц с неопределенным местом жительства, для бомжей. То есть вот сейчас до 1 декабря мы собираем, складируем, с 1 декабря там какой-то определенный день, все это делается во взаимосотрудничестве со здравоохранением, привозим флюорограф, стоит у нас во дворе, также горячее питание, то есть пирожки, чай и так далее, тоже во дворе это организовываем. В коридоре мы вот в этом году тоже, наверное, это сделаем, забор крови на анализы, то есть у нас в СПИД-лаборатории и так далее, вот именно, и в том году у нас 25 человек как бы пришли, и все это вот мы их и одели, и покормили, так скажем. Я думаю, что это тоже немаловажно вот в нашем мире, в наше время. Ну вот интересно, люди без определенного места жительства, это такой вот очень спорный вопрос, да, стоит им помогать или не стоит. Потому что, по сути, многие, наверное, это же все равно осознанный выбор человека, да, в какой-то момент вот бросить все и прийти к такому образу жизни.
Неоднократно просто тоже сталкивались с такими людьми, когда делали сюжеты, и вот порой складывается ощущение, что их, в принципе, все устраивает. Вот на такую помощь они как реагировали? Реагировали с готовностью. Так как вот эта вот акция, она проходит традиционно, они уже, я поняла, что они уже ждут из года в год. Это как ежегодный праздник. Да, да, на самом деле для них это был праздник. Ну а вот по поводу того, что вот таким людям стоит или не стоит помогать, тоже я с вами, может быть, немножечко поспорила бы, что у людей бывают разные ситуации в жизни. Ну, как бы, конечно, возможно, вот именно выплыть, если встретятся хорошие люди на пути и так далее, да, если они не уйдут еще туда глубже. Но в то же время, в любом случае, человек, он живой человек. И в любом случае мы ходим рядом, вот, мы считаем себя благополучными там, и так далее. Да. И поэтому вот этим теплом поделиться, вот добром поделиться, я думаю, что никогда не поздно. Что Нет, это ну понятно, что лишним не бывает, и даже, да, в принципе, если даже там из 10 человек хотя бы один, которому помогли, все-таки сможет из того образа жизни вернуться в нормальный, это уже большой результат. Это дорогого стоит. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Сегодня гость студии, руководитель Юго-Восточного межрайонного центра социальной помощи семье и детям Эльвира Фаритовна Сафина. И вы можете задавать свои вопросы по телефону 5 14 95, либо писать на 8 927 303 43 43. Эльвира Фаритовна, еще один вопрос. В 27 лет случился инсульт, и интересуется мать молодого человека. Есть ли в центре логопед и может ли он оказывать услугу на дому? Может. Пожалуйста, обращайтесь. Островского 30. Прям буквально в любой момент, двери открыты, ждем, обязательно окажем помощь. То есть на дому ваши специалисты тоже могут прийти поработать? На дому у нас, вот я им про массажные услуги говорила, также на дому посещаем вот именно инвалидов. Это тоже категория наша, которую вот мы курируем, так скажем, да, инвалиды, пожилые граждане и вот семьи в трудной жизненной ситуации. Ну что ж, сейчас предлагаю ненадолго прерваться. Мы поговорили о социально значимых мероприятиях, которые проводятся по вашей линии. И вот акция, которая идет в эти дни, это «Корзина доброты». Наши корреспонденты подготовили небольшой материал и внимание на экран. По инициативе партии «Единая Россия» Юго-Восточного межрайонного центра социальной помощи семье и детям при содействии волонтерского движения «Горячие сердца», организованного в колледже строительства и сервиса, прошла благотворительная акция. Ранее в крупных сетевых торговых точках города были установлены пластиковые ящики для сбора продуктов с целью оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Любой желающий мог оказать посильную помощь малообеспеченным группам населения. Для этого нужно было лишь выбрать продукт длительного хранения, оплатить его на кассе и опустить в корзинку доброты, после чего волонтеры распределят продукты среди нуждающихся. В отделении социальной помощи семье и детям находится 99 семей, в этих семьях 275 детей, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Мы приглашаем горожан города Сибай принять активное участие в этой благотворительной акции. Также в преддверии 28 ноября у нас будет такая акция, как «Щедрый вторник». Поэтому такой призыв от нас, чтобы приняли участие в этой акции и поделились своей добротой с нуждающимися гражданами. Юго-Восточный центр социальной помощи совместно со студентами-волонтерами не раз организовывал подобные мероприятия, направленные на привлечение внимания к данной категории населения. Кроме того, в городе работают добровольные благотворительные общественные организации, которые организуют сборы необходимых вещей и продуктов, а иногда и денежных средств для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова. Специально для программы «Крупным планом». С сумкой выходит из подъезда. На следующих кадрах дамы покупают... Мы работаем в прямом эфире, это программа «Крупным планом». Эльвира Фаритовна, но только что мы посмотрели сюжет, и в интервью специалист говорит о том, что 28 ноября будет еще одна акция под названием «Щедрый вторник». Вот расскажите, пожалуйста, в чем она будет заключаться? Акция «Щедрый вторник» – это вообще всероссийская акция, и
по всей России как бы вот именно в этот день собирают какие-то накопители, ящики накопители ставят. И ну, как бы вот все акции, которые вот мы проводим, в принципе, можно приурочить вот именно к этому к дню, к Щедрому вторнику. Это последний день ноября, последний вторник ноября. И вот в том году, например, мы именно вот в этот день снимали денежные средства с ящиков накопителей для детей-инвалидов. Мы покупали подарки, продуктовые наборы и также вот ездили по домам к детям-инвалидам и устраивали им вот такие небольшие праздники. А ящики-накопители у вас где установлены? Ящики-накопители у нас, значит, в Аделе по Ленина и в Стройдворе. И у Петрякова. Это вот именно конкретно для инвалидов, для детей-инвалидов, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я знаю, что в ближайшее время, да, мы с вами разговаривали, у вас планируется мероприятие для людей с ограниченными возможностями. Да. У нас, значит, будет День инвалидов, Международный день инвалидов, и к этому дню это тоже также стало традиционным праздник «Сильные духом». В том году мы проводили в спортзале «Газпрома», очень много было людей с ограниченными возможностями здоровья. На самом деле мы устроили им такой огромный грандиозный праздник с чаепитием. Были очень много спортивных мероприятий. Мы обязательно вас пригласим. Хотелось бы горожанам также показать, что вот это мероприятие. Когда будет, какого числа? Будет 22 ноября в Беркуте. В этом спортивном комплексе «Беркут». И в этом году мы пригласили людей с ограниченными возможностями из Баймакского района, из Хайбулинского района. То есть это мероприятие у нас обретет такой зональный характер, так скажем. В таком же плане традиционно также чаепитие, также мероприятие именно спортивного характера. Эльвира Фаритовна, пока шел сюжет, поступил вопрос, а какие есть услуги для пожилых людей? Услуги для пожилых людей. Значит, вот сейчас на данный момент очень актуальна стала организация приемных семей для граждан пожилого возраста. Это по закону 432 от 2 декабря 2016 года, и порядок создания утвержден постановлением правительства 28 июня 2017 года. Приемная семья для граждан пожилого возраста – это альтернатива стационарному обслуживанию граждан пожилого возраста. То есть гражданин, пожилой человек, он остается в своих комфортных семейных условиях и получает те же вот как бы услуги, социальные услуги, обустроенный быт и так далее. Значит, здесь также есть пакет документов, которые нужно предоставлять, есть такие возможно, что откажут, потому что вот именно отказ поступает, если лица, которые хотят принять, допустим, пожилого человека к себе вот именно в приемную семью, если они являются родственниками, супругами, если пожилой человек, которому нужна вот эта помощь, нуждается в специализированной медицинской помощи, если квадратура жилплощади не позволяет, если санитарно-бытовые условия не позволяют, вот в этом случае получается отказ. А так вот, в принципе, сейчас вот отделение первичного приема населения полностью рассматривает документы. Сейчас на данный момент у нас один уже есть житель нашего Сибая, она оформила бабушку, соседку. Так, в любом случае, вот соседи мы за бабушками... Получается, это с подселением на свою площадь? Да, с подселением или на площади именно пожилого человека тоже возможно. Да, там это на основе договора все это делается, трехсторонний договор получается. Подписывается именно лицом, который хочет принять пожилого человека, пожилым человеком, который хочет вот именно эти услуги получать, и республиканским центром. То есть республиканский центр города Уфы полностью курирует этот вопрос. А что касается финансовой стороны вопроса, какая-то компенсация выплачивается? Да, вознаграждение получают лица, которые вот именно приняли в приемную семью пожилого человека, это в сумме 6200 ежемесячно оплачивается. В случае, если пожилой человек имеет инвалидность первой группы или возраст у него больше 80 лет, то эта компенсация возрастает на 30%, то есть оплачивается 8060 рублей. И в приемной семье могут одновременно жить 3 человека. До 3 человек могут как бы принять.
Эльвира Фаритовна, еще пару вопросов от телезрителей. Отец воспитывает самостоятельно ребенка с 2 месяцев. Мать не платит алименты уже 3 года. Так, на какую помощь может рассчитывать отец, если брак не зарегистрирован и мать не лишена родительских прав? Не лишена родительских прав. Но здесь вот мы, конечно, можем, во-первых, предоставить услуги юриста. В любом случае этот вопрос надо с юридической точки зрения в любом случае как бы проработать. А дальше уже как бы по ходу уже решать. То есть в первую очередь обратиться к вам, Да, к к юристу, нам, и к получить уже юристу. более подробную консультацию. Да, Островского, 30. Островского 30. А еще один вопрос. Женщина, 92 года, ветеран войны, ветеран труда. Самостоятельно снимает квартиру. Какую помощь может оказать ваш центр? Есть проблемы с самообслуживанием и жильем. Если есть проблемы с самообслуживанием, то вот именно вот эта бабушка, она и входит в категорию лиц, которым нужна именно приемная семья. Поэтому на данный момент мы принимаем документы от семей, которые хотели бы принять к себе в семью таких пожилых, и также принимаем вот такие заявки, кому нужна эта услуга. И в принципе как бы можно организовать вот эту встречу, и как бы можно помочь и бабушке, и семьям, которые хотели бы вот именно эту услугу оказывать. Эльвира Фаритовна, у нас осталось буквально несколько минут, еще много о чем хочется поговорить, а вкратце давайте попробуем хотя бы на каждый из вопросов ответить. У вас на базе центра создана кризисная комната. Кто туда может обращаться и какие услуги там можно получить? Так, значит, с декабря 2016 года кризисную комнату мы организовали на базе нашего центра. Сюда могут обращаться женщины с детьми в трудной жизненной ситуации, которые подверглись психологическому какому-то насилию, которые именно вот в такой критичной ситуации. Значит, у нас вот за целый год обратилось, значит, 2 женщины, в общем 7 несовершеннолетних детей. Девушка, женщина одна жила, она родила, и жила совсем с маленьким, с грудным. Выпуск снимали, так? Да, с грудным ребенком. Вот мы ей помогли, она 2 недели она у нас пожила. Мы помогли ей оформить детское пособие и так далее, кое-какие документы восстановить помогли. И дальше она благополучно уехала вот в Туркменово, у нее есть дом. Также созвонились с сельсоветом, вот именно села Туркменово. Дальше уже ее под контроль взял ОСПСИД города Баймак, наше отделение, Баймакский район, и они полностью сейчас ее ездят на патронажи и как бы ее это. А в эту комнату можно обращаться в любое время суток? Или? В любое время суток. То есть даже если ночью, не дай бог, какая-то такая ситуация, да, для этого она и создавалась. Приют можно найти у вас? Да. Спасибо. И пару слов буквально о приюте. То есть на сегодняшний день как там обстоят дела? На сегодняшний день дела обстоят там очень замечательно в том плане, что мы капитальный ремонт там начали, на 803 тысячи аукцион, у нас выиграл подрядчик. На данный момент меняем полы там полностью, капитальный ремонт стен, потолков производим, меняем двери, кладем кафель. Дети в количестве 10 детей сейчас в приюте села Матраева, но к 5 декабря подрядчики обещают все это закончить. Вчера только была, вообще грандиозными темпами это все идет, приют преображается вот в плане именно капремонта, и я думаю, что все будет дальше уже хорошо. Да, но я думаю, что, наверное, обстановка уже станет более домашней, более уютной и Да. комфортабельной. К сожалению, время эфира подошло к концу, и напоследок ваши пожелания горожанам. Уважаемые горожане, хотелось бы пожелать вам всего-всего самого хорошего, здоровья, счастья. Хотелось бы пожелать, чтобы мы все были добрее, терпимее, внимательнее друг к другу. И на самом деле помните о том, что делая добро, мы делаем этот мир светлее, ярче. И вам всего-всего хорошего. И вот на такой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Всего вам доброго и до новых встреч.